Встреча имеет широкую повестку и касается вопросов безопасности и развития в регионе, отметил, открывая круглый стол, первый проректор АГУ Роман Дбар. По его мнению, становится очевидным, что Абхазия сегодня находится на линии раздела противоборствующих цивилизаций. В этой ситуации роль нашей республики как буферного государства с каждым днем возрастает. Это общество на протяжении многих веков продолжало оставаться устойчивым, несмотря на все перипетии истории. И сегодня нам нужно искать эти корни, которые обеспечивают эту устойчивость. И не просто устойчивость, а обеспечивают еще и устойчивое развитие. Поэтому большая часть всего, что мы делаем, то, о чем мы с вами думаем, должно быть подчинено этой задаче. Абхазия и Россия – союзные государства, отметил в своей речи руководитель Центра исследований Большого Кавказа Максим Васьков. Он подчеркнул, что русские добровольцы сражались за Абхазию во время Отечественной войны народа Абхазии. В свою очередь, абхазские добровольцы поехали на Донбасс и сейчас участвуют в специальной военной операции. От поражения или победы России зависит судьба Абхазии и Южной Осетии. Воины, уроженцы абхазской земли, они сражаются за Абхазию на этих полях сейчас. Мы прекрасно понимаем, какую задачу поставил коллективный Запад. Это, думаю, вполне научный термин. Группа стран, объединенных в общей стратегией, общими целями и задачами по уничтожению российской государственности. Опять-таки, не первый раз в нашей истории такая ситуация сложилась. Но они являются врагами государственности абхазской. Для них существует Грузия. Россия, безусловно, анализируя события, понимаю, что мы приветствуем вменяемую власть Тбилиси, которая не идет на конфликты, которой можно как-то разговаривать. Но мы прекрасно понимаем, что там ничего не закончено. Может возникнуть ситуация смены власти, и угроза государственного переворота в Грузии, она сохраняется. И задача втянуть Грузию, открыть фронт против России, у них тоже есть, у этих сил. Максим Васьков также отметил, что у Абхазии есть большой дипломатический потенциал, который еще предстоит раскрыть. С точки зрения аналитика международных процессов, два дипломатических чуда, которые удалось сделать абхазской дипломатии. Никто не сомневался, что Сирийская Арабская Республика отзовет признание в Абхазии. Это было общее рассуждение, что именно так оно и будет. Усилиями абхазской дипломатии вашими удалось сохранить признание у одной из важнейших государств Евразии при смене власти и смене политического вектора там. Мероприятие, которое провел Даур Владимирович Кови. То, что гимн Абхазии и России прозвучал в Южной Корее. Страна, которая парламента Южной Кореи. У Абхазии огромный потенциал. У России остается проблема, доставшаяся нам из глубин истории, которая касается взаимодействия России с глобальным черкесским миром. У Абхазии, признанного Россией суверенного государства, огромный потенциал, чтобы снизить эту напряженность, потенциал диалоговый, который для России очень интересен. Министр иностранных дел Олег Барциц высказал свое видение процессов, происходящих сегодня в регионе Южного Кавказа и Восточного Причерноморья. Эти процессы характеризуются высокой степенью рисков, а также быстрыми изменениями геополитического климата. Барциц подчеркнул, что не должно быть иллюзий в отношении риторики Грузии. Временами, местами миролюбивой риторики, которую очень так тактически гибко пытается применять современное руководство Республики Грузия, партия «Единая грузинская мечта», руководство внешнеполитического ведомства, при всей той риторике, которая на каком-либо этапе выгодна руководству Республики Грузия, в том числе из электоральных, внутриполитических соображений, особенно в преддверии парламентских выборов и так далее. Это моментально сменяется на самую жесткую, непримиримую, оголтелую риторику, которую мы в том числе наблюдаем и на площадке международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В конце июня, в начале июля состоится 67-й раунд женевских дискуссий, и ожидать существенного прогресса сложно, отметил министр иностранных дел. Постоянные термины, применяемые главой грузинской делегации, это аннексия Республики Абхазия, оккупация, оккупационный режим, разделительная линия. Однозначно трактуется государственная граница как административная.
И это постоянные попытки подменить существующие реалии. Вот мы с упорством целенаправленно пробиваем эти бреши от раунда к раунду. Наша задача проста. Мы никаких иллюзий не испытываем. Мы понимаем, что завтра не последует какого-то дипломатического чуда, как я очень благодарен, конечно, за такие оценки, Максим Александрович, но в этом конкретном направлении дипломатического чуда не произойдет. Мы должны быть к этому готовы. Было отмечено, что регулярно наблюдается укрепление бюджета оборонных и спецслужб Грузии. На постоянной основе проводятся командно-штабные военные и специальные учения. Они проводятся с привлечением сил первоочередного задействования. Вот конкретно недавнее учение в Карцанисе, в учебном центре, объединенном в Грузии, они проводились с привлечением польских, немецких и американских вооруженных сил. Со стороны, как эксперта по Соединенным Штатам, я заметил участие 101-й воздушно-штурмовой дивизии. Абхазия уже сегодня может служить примером последовательной политики России по выстраиванию партнерских отношений на постсоветском пространстве. Российское военное присутствие остается важнейшим фактором обеспечения безопасности республики и гарантией недопущения новой военной эскалации. В свою очередь, Грузии давно следует отказаться от политики восприятия Абхазии как объекта силового давления и сосредоточиться на выстраивании нормальных отношений с ближайшим соседом, признав абхазское государство. Но в противном случае, что произойдет, я говорил публично на различных площадках. Встреча проходила в формате живого диалога. Обсудили ряд актуальных угроз и обменялись мнениями. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.